Каждый день миллионы людей принимают обычные решения. Поехать на работу, учиться, получить государственную услугу. Но для человека с инвалидностью многое зависит не от него, Горит зеленый сигнал. Можно переходить. а от того, насколько доступна среда вокруг. От того, есть ли барьеры. Или есть решения. В 2006 году, 13 декабря, мир сделал важный шаг. Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. Этот документ изменил глобальный подход к инвалидности от благотворительной модели к правовой модели. Кыргызская республика ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью в 2019 году. Это означает, что государство взяло на себя обязательство обеспечивать равные права и возможности для людей с инвалидностью. Конвенция исходит из простого, но фундаментального принципа. Инвалидность – это не характеристика человека. Это результат взаимодействия человека и барьеров среды. Если среда доступна, человек участвует. Если среда закрыта, человек оказывается исключенным. В основе Конвенции 8 принципов: уважение достоинства и автономии, недискриминация, вовлеченность и включенность, принятие людей с инвалидностью в качестве человеческого разнообразия многообразия, равенство возможностей, доступность, гендерное равенство, уважение к детям с инвалидностью. Для государственного служащего это означает, каждое решение должно проверяться на соответствие этим принципам. Первый принцип – уважение достоинства и автономии его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор и независимости. Государственная система не опекает, она обеспечивает условия для самостоятельности. Второй принцип – недискриминация. Дискриминация по признаку инвалидности – это любое ограничение прав человека из-за наличия инвалидности. Инвалидность не может быть причиной отказа в правах и возможностях. Следующий принцип – полное и эффективное вовлечение и включение в общество. Политики и программы разрабатываются с участием самих людей с инвалидностью. Их голос слышен, их опыт ценен. Четвертый принцип – уважение особенностей людей с инвалидностью и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества. Пятый принцип – равенство возможностей. Данный принцип означает равный доступ людей с инвалидностью к образованию, работе и общественной жизни. Шестой принцип – доступность. Доступность – это инфраструктура, информация и технологии, которые позволяют участвовать всем. Когда среда продумана, барьеры исчезают. Доступность – это продуманная инфраструктура, понятная информация, технологии, которые открывают возможности. Среда не ограничивает, она поддерживает. Седьмой принцип – равенство мужчин и женщин. Конвенция признает множественную дискриминацию женщин и девочек с инвалидностью и обязывает государство обеспечивать их развитие и равную реализацию прав с мужчинами. Восьмой принцип – уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью и уважение права детей с инвалидностью сохранять свою индивидуальность. Реализация конвенции начинается с каждого управленческого решения. Государства, ратифицировавшие конвенцию, обязаны устранять дискриминационные нормы, обеспечивать доступность инфраструктуры, развивать инклюзивные услуги, обучать специалистов, консультироваться с организациями людей с инвалидностью. Это не рекомендация, это международное обязательство. Конвенция охватывает все сферы государственной политики. Каждое министерство, каждый муниципалитет является частью ее реализации. Конвенция – это не только международный документ, это ориентир для развития современного государства. Государство становится сильнее, когда каждый человек может участвовать, когда среда открыта для всех, когда права человека реализуются на практике.